Я вже є внутрі. Оце, це тобі, Юра. Каждый новый день у них начинается в разных домах. На этот раз под Киевом путешественников Ивана Аныська и Юрия Реглиса на ночлег согласилась приютить семья Василяков. Вони несуть добре, вони несуть українське. Они несут доброе, украинское. Мы решили их забрать к себе. Сейчас у нас в стране беда, война. Я думаю, когда все нормальные люди будут видеть такое, у нас все Така наладится. біда. Деньги, вещи, еду и обувь Иван и Юрий с собой специально не брали. Из Ужгорода вышли с уверенностью, украинцы помогут. С помощью путешествия босиком мы испытываем себя и по-новому смотрим на происходящее вокруг. Наше путешествие нельзя логически обосновать, и мы не будем. Мы просто делаем то, что чувствуем. Все происходящее путешественники фиксируют на камеру. В среднем за день авантюристы проходят 20 километров. Впечатлениями делятся в своем YouTube-канале. Не очень больно идти, печет. Так можно научиться терпеть и снизить порог чувствительности. Попробовать пройти разутыми по гравию, брусчатке или траве решаются с энтузиастами и встречные прохожие. Правда, максимум пару сотен метров. Комфортнее всего идти по лесу. Тепер давай 5. Але не так. 2 раз. В путь Иван и Юрий отправляются еще на рассвете, пока асфальт не успел нагреться. Идут по так называемому вышиваному шляху, хотят его популяризовать. Это пеший веломаршрут, проложенный через 10 областей Украины. Инициативу Ивана и Юрия принимают не все, поэтому уговорить местных жителей пустить их на ночлег получается далеко не всегда. Вчера люди, к которым мы обратились, приняли нас сразу. А до этого, когда были в селе Липовка, мы получили 8 отказов, прежде чем устроились на ночлег. Во Львове путешественников стало 3. За Иваном и Юрием прибилась собака. Нам, коли давали люди їсти, давали і їй. Когда нас встречают и угощают, перепадает и ей. Мы назвали ее Босой. Она идет вместе с нами уже месяц. 54 дня пути и 1000 километров позади. Юрий, Иван и Боса бодры. До конечной точки Харькова они планируют добраться до конца октября, несмотря на осенние холода. Чомусь потягнуло його на доріжоньку асфальтовану. Марина Ступак, Евгений Педин. Настоящее время. Киев.